Но конец был близок. Брат жены Байсангура, служивший во вражеской царской армии, уговорил свою сестру организовать поимку непокорного лидера. Наконец, этот рушащий планы государя человек будет пойман. Он утверждал, что он будет жить в почетном плену, и мы, наконец, заживем спокойной жизнью. По велению брата, женщина налила воду в ружье и в кобуру кинжала Байсангура. На следующее утро, когда ни о чем не подозревающий воин хотел взять омовение, он услышал приближающихся царских солдат, но он не смог ни выстрелить, ни обнажить кинжал. Много лет вынашившему план поимки Байсангура врагу, наконец удалось взять его в плен. Военно-полевой суд непоколебимо приговорил Байсангура к смертной казни через повешение. Царские власти собрали горных дагестанцев и чеченцев на площади перед церковью в Хасавюрте, чтобы показать расправу над знаменитым предводителем горцев. Под барабанный бой на телеге вывезли одноглазого, однорукого и одноногого чеченца. Толпа в оборванных одеждах, с угасающей верой в глазах, рыдая смотрела, как 67-летнего Байсангура подводят к виселице. Голосом горцев на площади зазвучала предсмертная молитва Ясин. Офицер скверно приказал остановить барабанную дробь и зачитать приговор. И тут царские палачи прибегли к изуверскому приему. Кто из горцев желает выбить табуретку из-под ног Байсангура за денежное вознаграждение? «Я!» — отозвался заранее подкупленный житель. С ярким блеском в глазах Байсангур дрожащим телом над застывшей толпой пронесся возглас ужаса и скорби. Мужчины вытирали слезы. Души горцев от боли кричат. Слышит Родина, дети страдают. Только трусы бесславно молчат, когда братья за них умирают. Градом хлынули слезы из глаз, с уст мужей громогласно слетает. Ты боролся с врагами за нас, мы идею твою не оставим. Сможем мы удержаться в седле, шашки вверх поднимая в походе, на прекрасной чеченской земле заживем в долгожданной свободе.